Душанбе – 8 лет за салафию. Госдеп США назвал преемника Рахмона. Узбекистан. Референдуму быть. Мухаммади Рахматулло, проповедник, в прошлом считавшийся одним из лидеров религиозного течения салафия в Таджикистане, приговорен судом района Исмаили-Самани города Душанбе к 8 годам колонии по статье 307 УК РТ. Об этом со ссылкой на брата проповедника Юсуфа Мухаррамова сообщает радио Азади 23 марта. «Я участвовал на 2 заседаниях суда. Присутствовал и при вынесении приговора. В зале суда было очень много людей. За что приговорили брата, я так и не понял. Вместе с ним были осуждены еще 10-12 человек. Им дали от 7 до 10 лет колонии. Лучше спросите у его супруги, она участвовала во всех заседаниях суда», рассказывает брат осужденного. А ранее, в 2016 году, Мухаммади Рахматулло уже был приговорен к 8 годам заключения по обвинению в организации экстремистского сообщества, однако досрочно вышел на свободу в конце лета 2021 года по амнистии. 2 ноября проповедник был приглашен на беседу в ГКНБ. Спустя некоторое время сотрудники ГКНБ позвонили сыну Мухаммади Рахматулло и сообщили, что его отец задержан. Причиной задержания, по словам силовиков, послужил некий разговор проповедника на религиозную тему. Следует напомнить, что в 2006-2007 годах режим Рахмона активно использовал представителей течения салафия при принятии летом 2007 года закона об упорядочении национальных традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан, предоставляя им также эфирное время на таджикском телевидении. Эксперты считают, что этот закон в первую очередь был направлен на предотвращение исламского бума в стране, так как в период с 2005 по 2007 год преимущественно большая часть населения Таджикистана проводила все обряды и торжества по исламским предписаниям. Государственный департамент США в своем ежегодном докладе, посвященном ситуации с правами человека в разных странах мира, назвал старшего сына президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рустама Эмомали преемником своего отца. Авторы документа подчеркнули, что после того, как в апреле 2020 года мэр Душанбе Рустам Эмомали занял пост спикера Верхней палаты парламента Таджикистана, он стал вторым человеком в государстве и первым в очереди на президентское кресло. Госдеп считает Таджикистан авторитарным государством, в котором на протяжении более 30 лет правит Эмомали Рахмон, сосредоточивший власть в своих руках. Хотя Конституция страны предполагает многопартийную систему, правительство исторически препятствовало политическому плюрализму, говорится в докладе. Вот уже на протяжении нескольких десятилетий Запад во главе с США обвиняет страны Центральной Азии в авторитаризме и нарушении прав человека во всех сферах жизнедеятельности, что совершенно не мешает этим же странам Запада поддерживать, укреплять и финансировать эти режимы, особенно в последнее время. В свою очередь, власти Таджикистана раскритиковали отчет Госдепа США, заявив, что он носит политизированный характер. В Душанбе считают, что в документе не прослеживается объективный анализ существующего положения с правами человека в стране, а докладчики опираются в основном на информацию из заинтересованных источников, что ставит под сомнение достоверность опубликованных данных. We are witnessing the transformation of the existing world order. Threats such as terrorism, extremism, drug and arms trafficking, cybercrime and other forms of cross-border organized crime have a tendency to increase exponentially. Конституция bizning kelajagimiz. Правительственные СМИ Узбекистана 15 марта обнародовали новую редакцию Конституции, одобренную парламентом страны. Ранее сообщалось, что в новый основной закон внесено 27 новых статей, а количество статей увеличено со 128 до 155. Статья 106 новой редакции Конституции предусматривает продление президентского срока с 5 до 7 лет.
При этом сохранилось правило о том, что одно лицо не может быть президентом более 2 сроков подряд. Статьи, касающиеся статуса Каракалпакстана, оставлены без изменений от предыдущей редакции Конституции. В июле прошлого года, после того, как из статей новой редакции Конституции, связанных с Каракалпакстаном, убрали слово «суверенитет», в Нукусе прошли демонстрации, переросшие в массовые беспорядки, приведшие к многочисленным жертвам среди населения. Всенародный референдум по Конституции назначен в Узбекистане на 30 апреля. Ряд известных людей уже выпустили видеоролики под хэштегом «Бифаркемасман», призвав народ Узбекистана поддержать конституционные изменения. Среди них известный религиозный деятель Мубашир Ахмед и бизнесмен Зафар Хашимов. Bir tomondan millatim, xalqim, buyuk O'zbekistonimni manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob beraman. Наблюдатель отмечает, что президент Мирзиёев нуждается в проведении референдума, чтобы обнулить счет своего президентства, дабы отсчет количества его президентств начался заново, ведь он уже находится у власти во второй раз. Напомним, что обнуление президентских сроков является популярным способом среди диктаторов остаться у власти. Очень часто применяется в диктатурах Африки, Латинской Америки и СНГ. Обнуляли свои сроки президентства в свое время и Александр Лукашенко, и Владимир Путин, и Эмомали Рахмон, и Нурсултан Назарбаев, и даже предшественник Мирзиёева Ислам Каримов.